В эфире информационная программа «Лото». Здравствуйте. С обзором информационной картины дня в студии работают Нурджама Бурханова и Нурсултан Джакубеков. Смотрите программу. Состоялось открытие осеннего заседания парламентской ассамблеи ОБСЕ в Кыргызстане. Открыл заседание глава государства Сооронбай Жээнбеков. Айтматов и вызовы современности. До открытия Международного Иссык-Кульского форума, посвященного памяти великого писателя, остались считанные дни. Достойная мотивация. В столице состоялось награждение призеров чемпионата Азии по дзюдо и летних азиатских игр. Впервые в Кыргызстане проходит осеннее заседание парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Его открытие состоялось сегодня в госрезиденции Аларча с участием президента Сооронбая Жээнбекова, Төрага Жогорку Кеңеша Дастамбека Джумабекова и председателя парламентской ассамблеи Георгия Церетели. Работа заседания парламентской ассамблеи ОБСЕ продлится до 6 октября. В ней примут участие более 300 делегатов из 57 стран Европы, Азии и Северной Америки. Больше расскажет наш корреспондент. Парламентская ассамблея ОБСЕ создана в 1990 году и является старейшим институтом в системе организаций по безопасности и сотрудничеству в Европе. Она объединяет 320 парламентариев из 56 стран Европы, Азии и Северной Америки. Парламентская ассамблея ОБСЕ направляет миссии по наблюдению за выборами и укрепляет международное сотрудничество в области безопасности, сфере экономики, окружающей среды и прав человека. Сегодняшнее заседание открыл председатель Георгий Церетели. Мы впервые в Кыргызстане. У нас есть возможность узнать поближе эту страну, ее историю. Хочу отметить, что наша миссия выступила в качестве наблюдателя во время выборов в Кыргызстане. В том числе наши наблюдатели присутствовали на прошлогодних президентских выборах. Кыргызстан – это родина эпоса Манас и писателя Чангыза Айтматова. В Кыргызстане заседание парламентской ассамблеи ОБСЕ проходит впервые. Для страны, избравшей парламентскую демократию, это почетная миссия, сказал президент Сооронбай Жээнбеков, приветствуя участников встречи. По его словам, проведение подобного мероприятия станет еще одним толчком для укрепления парламентаризма в стране. С другой стороны, делегаты могут своими глазами увидеть уровень развития демократии в Кыргызстане, подчеркнул глава государства. Тарихи кыска мезгил ичинде Кыргызстанда тагдыр чечкен олуттуу окуялар болду. Эркиндикти сүйгөн элибиз көп сыноолордон такшалып, тынчтыкты, бириндикти, көз карандысыздыкты, улуттун намысын башкы дөөлөт катары бийик койду. Өз тарыхыбызга, маданиятыбызга, каада салттарыбызга, элдин мүддөсүнө шайкеш келген демократиялык өнүгүү жолун тандады. 2017 жылы Кыргызстанда бийликтин тынч жолу менен өтүшү өлкөбүздүн демократиялык өнүгүү жолундагы ири кадам болуп калды. Учурдан пайдаланып, өлкөбүздө шайлоо системасы өркүндөтүүгө салым кошкон Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмуна жана башка өнөктөштөрүбүзгө ыраазычылык билдирем. Азыркы кезде Кыргызстанда саясий жана социалдык туруктуулук бекем түптөлүп, парламенттик демократия өнүгүп жатат. Президент Сооронбай Жээнбеков рассказал о борьбе с коррупцией, реформе судебной системы и правоохранительных органов. Он также рассказал о национальной стратегии устойчивого развития до 2040 года, которая позволит преодолеть современные вызовы. Узак мөөнөттүү социалдык экономикалык өнүгүү максатында 2040 жылга чейинки Кыргызстандын улуттук өнүгүү стратегиясы иштелип чыкты. Бұл стратегияның жолы менен біз заманбап чакырыктарды татыктуу жеңе алабыз. Біз әрбір жаран мамлекеттин коргоосуна алынган, келечекти ишенимдүү караган, өнүккөн шаарларды, аймактары бар, адилеттүү, өнүккөн жана жогорку технологиялуу өлкөнү куруп жатабыз. Тема нынешнего заседания – содействие диалогу в сфере безопасности в Центральной Азии и за ее пределами. Для нашего региона эта тема особо актуальна, в связи с тем, что регион подвержен угрозе терроризма и экстремизма. Кроме того, остаются нерешенными проблемы незаконного оборота наркотиков и торговля оружием. Для противостояния общим вызовам и угрозам регионы должны тесно взаимодействовать, в том числе в рамках международных и региональных организаций. Биздин региондун стабилдүүлүгүнө жана туруктуу өнүгүүсүнө жөнүндө сөз болгондо биринчи кезекте
уюмга кирген бардык мамлекеттер үчүн олуттуу деп эсептелген коопсуздук коркунучтары белгилүү зарыл. Тилекке каршы бүгүн терроризм, экстремизм жана баңгизат каражаттары мыйзамсыз жүгүртүсү эл аралык тынчтыкты жана коопсуздукту бузуп, чыр чатактарды ырбатып, бүтүндөй региондорду туруксуз абалга кептеп жатат. Дүйнөдө жана эки күнүн регионунда террористтик актылардын көбөйүшү бизди абдан тынчсыздандырат. Ушуга байланыштуу терроризмге алып келген зордукчул экстремизмге жана радикалдашууга жол бербөө маселелерин талкуулоо жана актуалдуу жана өз убагында болууда деп эсептейбиз. Курал жарактарды жана баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүү, террористтик структураларды каржылоо үчүн арам акчаларды адалдоо, регионалдык жана глобалдык мүнөздөгү чек араны билбеген маселе болуп калды. Аталган коркунучтардын өсүшүнөн улам эл аралык кырдаалдын начарлоосу эки күнүн алкагында биргелешкен аракеттерди топтоштурууну жана күчөтүүнү талап кылууда. По словам спикера парламента, сегодня цивилизованный мир не может обеспечить безопасность в различных регионах планеты, и человечество должно задуматься, какой мир мы оставим будущим поколениям. Жыйындын темасы эмне үчүн ушундайча аталып, эмне үчүн Борбордук Азия. Несмотря на то, что конфликты и войны проходят в других регионах планеты, сегодня мы говорим о безопасности в Центральной Азии. Это связано с тем, что наш регион занимает уникальное геополитическое место и связан с 4 ядерными державами. Этот регион находится под угрозой терроризма и религиозного экстремизма. Да, Центральная Азия отличается уровнем социально-экономического развития других стран-членов ОБСЕ. Но, несмотря на это, все страны нуждаются в безопасности. Мы должны приложить все усилия для обеспечения безопасности в регионе на основе конструктивности и созидания. ОБСЕ – крупнейшая региональная организация в сфере обеспечения безопасности, основные направления работы, предотвращение конфликтов, урегулирование кризисов и постконфликтное восстановление. Кыргызстан присоединился к ОБСЕ в 1992 году, а в 1998 в Бишкеке начал работать Центр ОБСЕ. 4 октября в рамках заседания пройдут 2 сессии на тему борьбы с вызовами и угрозами в приграничных районах, а также политика Центральной Азии и Средиземноморья в решении проблем миграции, торговли и окружающей среды. Работа заседания продлится до 6 октября. Нургуль Саматова, Бактурсун Душенбеков, Общественный первый канал. Ранее төраға Жогорку кеңеші Дасланбек Жумабеков встретился с председателем парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгием Церетели и генеральным секретарем парламентской ассамблеи ОБСЕ Робертом Мантелло. На встрече стороны обсудили программу, заявленной ранее парламентской конференции по продвижению диалога в сфере безопасности в Центральной Азии и за ее пределами. Подготовка к международному иссыкульскому форуму Чингиза Айтматов и вызовы современности завершена. Организаторами продумано все до мелочей, начиная от безопасности до комфортного пребывания гостей. Спустя 32 года со времени проведения первого форума интеллектуалов на Иссыкуле соберутся выдающиеся личности планеты. Сакал Султанкулова вспоминала о первом форуме. В наших краях без воды даже травинка не растет. Эти кадры были сняты 32 года тому назад. Чингиз Айтматов с гордостью рассказывает первым прибывшим гостям на Иссыкульский форум интеллектуалов о жемчужине нашей страны. О том, что в Иссыкуль впадает ни много ни мало 80 рек и не вытекает ни одной. Потому что все реки, а их около 100 мелких и больших рек, впадали в это озеро со всех сторон этих гор. А теперь ни одна из них не впадает. Пока Чингиз Айтматов на берегу жемчужины рассказывает о том, что Кыргызстан – живописная, удивительная горная страна, на территории которой сосредоточено огромное количество разнообразных достопримечательностей о культуре, традициях и обычаях своего народа, многие гости впервые вступили на кыргызскую землю. В итоге наших собеседований мы пришли к выводу, что есть смысл продолжать эти встречи, продолжать наши собеседования. Тогда неформальный форум собрал выдающихся интеллектуалов Востока и Запада. Его гостями стали писатель и актер Питер Устинов из Великобритании, ученые Олвин и Хейди Тофлер из США, художник Афеверк Текле из Эфиопии, председатель римского клуба Александр Кинг, писатель-лауреат Нобелевской премии Клод Симон, американские писатели Артур Миллер и Джеймс Болдуин, генеральный секретарь ЮНЕСКО Федерико Майор, физик Августо Форти из Италии и многие другие. Мы уже обозначили свою встречу как Иссыкульский форум, имели встречу
с генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Сергеевичем Горбачевым. Встреча с Михаилом Сергеевичем Горбачевым, она как-то придала еще большую весомость и значимость всему Иссык-Кульскому форуму. Это событие было весьма важным в период начала заката холодной войны между СССР и Западом. Президентом форума был избран писатель-гуманист Чингиз Айтматов. Я думаю, что мы достаточно серьезно подошли к тому, чтобы утвердить наш Иссык-Кульский форум как постоянно действующее движение, как постоянно действующее объединение интеллектуалов. На очередном международном Иссык-Кульском форуме «Чингиз Айтматов и вызовы современности» соберутся не менее выдающиеся личности планеты. Будут затронуты глобальные проблемы современности. С докладами от Кыргызстана выступят 4 человек. Один из них профессор Османакун Ибраимов. Он презентует книгу «Айтматов. Последний писатель империи». Во-первых, жизнь Чингиза Туракуловича, это кроме его литературы, это очень интересная, очень насыщенная жизнь. Но о его детстве, о его трудной юности, о том, что во время Сталина его отца расстреляли, и очень много трудных таких, понимаете, обвинений, сын врага народа, понимаете, контра и так далее. Все это накладывало на жизнь Айтматова очень такой глубокий свой след. Произведение Айтматова знает весь мир, но о его личной жизни мало кто. Поэтому в мировом сообществе эта книга вызвала огромный интерес. Ее уже перевели на казахский и турецкий языки. В книге, по словам автора, жизнь, деятельность и политические убеждения писателя рассматриваются через призму Советского Союза. В ней особое место занимают взаимоотношения Бибисары Бейшеналиевой и Чингиза Айтматова. К этой прекрасной, я бы сказал, истории любви Айтматова и Бибисары Бейшеналиевой я написал, как на это смотрел сам Чингиз Туракулович. Их секретное фото с Бибисарой Бейшеналиевой. Мне кажется, Айтматов очень мечтал как бы жить, открыто ходить с Бибисарой, но это была его мечта, это не осуществилось. Подготовка к нынешнему международному Иссык-Кульскому форуму уже завершена. Организаторы продумали все до мелочей. Значит, в этом форуме поднимается не только вот именно литературный вопрос, но и политические, и геополитические вопросы, а также экологические вопросы. Да? Форум будет в виде дебатов, дискуссий. 5 октября состоится официальное открытие Иссык-Кульского форума в Бишкеке в госрезиденции с участием президента. 6-7 Международный Иссык-Кульский форум продолжит свою работу на берегу жемчужины Кыргызстана. Он должен стать серьезной коммуникативной площадкой для известных ученых и деятелей культуры с мировым именем для обсуждения глобальных проблем современности. Сайкал Султанкулова, Алмаз Нурманбетов, Общественный Первый канал. Президент Сооронбай Жээнбеков вручил орден Данакер генеральному секретарю Тюрксой Дусамбаю Косиинову. Глава государства отметил, что возглавляемая им организация выполняет большую работу, являясь своеобразным духовным мостом, связывающим тюркоязычные страны. Жээнбеков поблагодарил Косиинова за плодотворную работу, подчеркнув его личный вклад в укрепление сотрудничества Кыргызстана с Тюрксой и помощь в проведении важных для страны мероприятий на высоком уровне, а также сохранении и продвижении духовных и культурных ценностей кыргызского народа. В частности, Жээнбеков выразил благодарность Косиинову за объявление 2018 года годом Чингиза Айтматова и за издание книг кыргызских поэтов и писателей. Дусамбай Косиинов поблагодарил Сооронбая Жээнбекова за высокую награду, отметив, что Тюрксой в своей работе всегда ощущает поддержку руководства Кыргызстана. Говоря об Айтматове, генсек Тюрксой отметил, что решение об объявлении года Айтматова было поддержано всеми членами организации. Мероприятия в честь его 90-летия проходят во многих странах. В ноябре в Японии при содействии посольства в этой стране пройдут мероприятия, посвященные Айтматову. Сізде тұрғанда Түрксой ұйымы абдан жоғарғы деңгейде шықты, еларалық авторитеті көтерілді. Сол түрк елдерінің ортасында Түрксой ұйымы көпірі болып тұрып көрдіңіз. Түрк елдерінің маданиятын интеграциялауда, біреуі танытуда абдан чоң іштер жасадыңыз. Айрықша біздің қырғыз маданиятын жайылтуда, анын деңгейін көтеруде, дүниеге таратуда, Түрксой елінің туғандарменен интеграциялауда маданиятты абдан чоң іштер қылдыңыз. Бізді мақтапшыдаған Чингиз Туракулович Айтматовтың жылы деп жайлағыңыз бізді абдан қуандырды. Мені жалпы да Қырғыз елін, Қырғызстан елін жалпы да
Жөнөсү Айтматты билген, таныган, акчаны жакшы көргөн, анын чоңларын окуган эл абдан турак жакшы кабыл алды. Анан биздин акындардын дагы, биздин жазуучулардын кылган эмгегин, китептерин басып чыгып, аны таркаттыңыз. Одан Чыңгыз Айтматовдун, Сооронбай Жээнбековдун, Надырбек Алмамбетовдун, Тоголок Молдо, Бала Сагындыкын көбүн таныттыңыз. Биз сизге өзүмдүн атымдан, жалпы кыз элдин атынан сизге терең ыраазычылык билдирем. Ал енді биылғы жылды расында да біздің бауырлас мемлекеттердің бәрінде өткіздік. В рамках года Айтматова мы провели ряд мероприятий в тюркских странах. Они начались в Турции, затем продолжились в Казахстане и Азербайджане. Кроме того, по инициативе посла Кыргызстана в Японии в конце ноября в японских университетах пройдут научные конференции и встречи, посвященные творчеству Айтматова. Послы Казахстана и Азербайджана тоже поддержали эту инициативу. Премьер-министр Мухаммед Калай Балгазиев на совещании по вопросам недропользования поручил в недельный срок разработать кардинально новые механизмы управления природными ресурсами страны. Глава Кабмина заслушал информацию председателя Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Эмиля Осмонбетова о работе по лицензированию и проведению конкурсов на право пользования объектами недр. Осмонбетов сообщил, что на сегодняшний день по поручению премьера проводится инвентаризация выданных ранее лицензий. А Балгазиев подчеркнул, что сложившаяся ситуация в сфере управления недрами и лицензирования месторождений требует принятия кардинально новых подходов. Он также поручил усилить контроль над вывозимым из страны сырьем с содержанием благородных металлов с обязательной регистрацией в государственном балансе полезных ископаемых. То есть сейчас внедряются новые механизмы, значит, при проведении конкурсов и аукционов на право пользования недрами. Внедряется обязательность, значит, государственного участия. Данный механизм он создает, значит, гарантии для инвесторов, а также это позволит, значит, улучшить ситуацию отношения населения к инвесторам. В Бишкеке состоялось первое заседание Кыргызско-казахского делового совета. Он создан по инициативе Торгово-промышленной палаты нашей страны. В рамках мероприятия предприниматели двух стран составили соглашение о сотрудничестве в разных сферах. К примеру, кыргызские предприниматели договорились с казахскими производителями закупать у них медицинские изделия, а другая компания соседней страны предлагает местным бизнесменам идентификационные бирки для животных. Цена бирки для идентификации сельхозживотных у них низкая цена, 11 сомов по нашей национальной валюте. Да? Вот в прошлом году проводились тендеры на такие же бирки, тогда составляли 37-38 тысяч сомов. Изделия медицинского назначения – это катетеры, зонды, скобка для пуповины, различные, все, что нужно для реанимации и хирургии. Выгода наша в том, что это, во-первых, производитель находится в рамках таможенного союза, это дает нам определенные преференции. Во-вторых, все-таки близость. Склады близ производства, сроки доставки. Логистика достаточно легкая и простая. Расширять торговую зону планируют и некоторые отечественные производители. Одна из местных компаний предложила казахским партнерам свою продукцию. Мы производим экологически чистые натуральные продукты, которые в Кыргызстане уже пользуются достаточной популярностью. Они очень эффективны для поднятия иммунитета. В них содержится много витаминов. Наши партнеры из Казахстана выразили большую заинтересованность. Главная задача Совета – оказать содействие расширению и укреплению торгово-экономического сотрудничества. Деловая площадка для предпринимателей двух стран, который должен собирать проблемы, перспективы, предложения от бизнесменов и Казахстана, и Кыргызстана. То есть у нас есть и дружеские отношения, есть и бизнес-отношения, есть определенные принципы торговли. Ну и, наконец, через некоторые определенные союзы мы как бы объединены дополнительно. Ежегодный товарооборот между странами превышает $500 миллионов. Они планируют увеличить его объем до миллиарда. Бермет Курманбекова, Оскар Уланулу, Общественный, Первый канал.
Работу по оценке рентабельности акционерных обществ с госдолей планируют провести в Фонде управления госимуществом. Об этом сообщил его председатель Ренат Тюлебердиев. Так разработана и утверждена методология для проведения работы по оценке рентабельности. Она состоит из 8 финансовых и 4 нефинансовых показателей. На сегодня в стране 22 акционерных общества с госдолей. Помимо этого, до 1 ноября определят ключевые показатели и для госпредприятий. Их в стране 99. В данное время у нас 99 государственных предприятий функционируют, но из них у нас, скажем, около 6 предприятий являются доминантом именно по части получения чистой прибыли. Но мы хотели бы потянуть и другие государственные предприятия, чтобы они тоже увеличивали доходную часть и именно по части чистой прибыли. Разрабатываются ключевые показатели. Я думаю, что до 1 ноября мы постараемся внедрить, и также что с 2019 года они уже начнут именно пользоваться этими методологиями. Я не являюсь фигурантом 8 уголовных дел. Глава Госкомсвязи Бакыт Шаршембиев опроверг заявление депутата. Напомним, на сайте одного из информагентств появилась статья, в которой журналисты привели слова депутата парламента Рыскелди Мумбекова о том, что Шаршембиев является фигурантом сразу нескольких уголовных дел, в том числе связанных с мошенничеством и злоупотреблением должностным положением. Эту информацию, по словам Мумбекова, представили в Совете Безопасности. Я являюсь свидетелем по 2 уголовным делам, еще раз подчеркиваю, свидетелем. По 4 делам были даны отказные материалы, и еще 2, я догадываюсь, какие это дела, но по этим 2 я не прохожу и не был вызван ни разу на допрос, и не прохожу даже свидетеля. Не знаю, откуда взялись эти 8 уголовных дел у господина Мумбекова. Если будут опять же таки продолжены вот эти обвинения, беспочвенные, без фактов, то я оставляю за собой право обратиться в суд. Теплоснабжающие предприятия города Ош завершают подготовку к зиме. На сегодня закончен ремонт котельных, реабилитация теплосетей, идет заготовка топлива. В городе порядка 600 многоквартирных домов и десятки социальных объектов, подключенных к центральной отопительной системе. О подготовке города Ош к зиме в репортаже Гульбары Кинджиевой. Город Ош теплом обеспечивают 2 предприятия – Ош-ТЭЦ и муниципальное предприятие теплоснабжения. Подготовку к зиме они начинают еще весной. На сегодня все работы уже завершены. Из 82 котельных муниципального предприятия теплоснабжения 17 работают на электричестве, остальные на угле. На некоторых из них предусмотрен и газовый разогрев котлов. Использование газа, конечно, очень удобно, но он нам обходится дороже, чем уголь. Поэтому мы больше ориентируемся на уголь. Для того, чтобы наносить меньше вреда экологии, мы в этом году установили водяные золоуловители. Они на 80% снижают выброс вредных веществ в атмосферу. В этом году предприятие за счет собственных средств построило 2 новые котельные, а также заменило более 3 километров теплосетей. Поскольку обеспечение теплом квартир горожан в последние годы улучшилось, число абонентов прибавляется. К примеру, в этом году к центральному отоплению подключили еще 1200 квартир. Теперь у предприятия одна задача – вовремя отгрузить топливо и обеспечить им котельные. Мы используем 2 вида угля – марки БСШ и БР. На сегодня заготовлено более 4000 тонн угля. Оставшиеся поставки будут осуществляться по графику. На весь сезон нам необходимо заготовить 12 тысяч тонн угля. К началу отопительного сезона готова и Ошская ТЭЦ. Данное предприятие обеспечивает теплом более 30 социальных объектов и 45% жилищного сектора города. Это 315 многоквартирных домов. В период подготовки к осенне-зимнему отопительному сезону была проведена реабилитация 700 метров магистральных и более километра квартальных сетей. На сегодня мы уже заключили договоры с «Газпромом» Кыргызстан на поставку более 10 миллионов кубометров природного газа. В ближайшие дни заключим договор с «Кыргыз-нефтегазом» на поставку 16 тысяч тонн мазута, а на складах ТЭЦ имеется около 3000 тонн мазута.
Хозяевам частных домов о заготовке топлива придется позаботиться самим. В городе в сезон открывается 15 точек продажи угля. На сегодня килограмм черного золота стоит 5,5 сомов. В самом карьере перевозчики покупают его по 3 сома с копейками. Нам с килограмма угля остается всего по 50 копеек. Остальное идет на покрытие расходов. На карьере больше недели надо ждать очереди. Путь не близкий, 250 километров в одну сторону. Вот солярка сейчас подорожала, так что считайте сами. С заготовкой топлива населению необходимо поторопиться, советуют реализаторы угля. С наступлением холодов цена твердого топлива обязательно вырастет. Гульбара Кинджеева, Акджол Айбашев, Общественный первый канал, Ош. В школах города Джалалабада не будет проблем с отоплением, как это было в прошлом году. К примеру, в школе номер 10 полностью заменена система отопления, а в 4-й установили современные двери и окна. Усейн Кульбаев продолжит тему. Предстоящему отопительному сезону в школе-гимназии номер 10 города Джалалабада подготовились основательно. Все надеются, что новая система отопления обеспечит равномерную подачу тепла во все классы и помещения. Школа будет отапливаться углем, и до наступления холодов этот вид твердого топлива заготовили в необходимом объеме. На замену всей системы отопления из городской казны было выделено более 4 миллионов сомов. Раньше при электрическом отоплении в классах было прохладно. При этом мы оплачивали до 1 миллиона сомов. А сейчас нам надо всего 100 тонн угля. Городские власти предусмотрели средства на это и думаем, в отопительный сезон будет тепло. А в другой, 4-й школе учителя радуются тому, что не придется им теперь утеплять окна и двери учреждения. Дело в том, что все устаревшие проемы заменены на новые. Новые окна установили во время летних каникул. Думаем, теперь будет тепло, а старые уже начали гнить и через щели пропускали холодный воздух. Школа отапливается электроэнергией и углем. Часть твердого топлива уже привезли. В областном центре действует более 20 школ. На отопительный сезон для учебных учреждений необходимо заготовить более 1000 тонн твердого топлива. В этом году 2 школы подключили к альтернативному источнику отопления. Одна из них – новая школа. Для всех школ из городского бюджета выделено 13 миллионов сомов. По информации мэрии областного центра, твердым топливом все учебные учреждения полностью будут обеспечены до 20 октября. Усейн Кульбаев, Усмон Аламсадыров, Алмаз Сатаров, Общественный первый канал, Джалалабадская область. Бывшее здание Генпрокуратуры на пересечении улиц Киевской и Орузбекова в Бишкеке снесут. На этом месте будет сквер. Мэрия уже презентовала эскизы новой зоны отдыха. Она будет концептуально связана с главной площадью столицы – Алатау. Ежедневно в центр Бишкека стекаются тысячи кыргызстанцев разных возрастов, чтобы отдохнуть, посидеть у фонтанов и сфотографироваться на память. Сгоревшее здание Генпрокуратуры на Киевской Орузбекова вот уже 8 лет портит облик центра столицы. Но теперь этот неприглядный уголок преобразится. Эту 3D-анимацию будущего сквера вы видите первыми. На месте здания Генпрокуратуры будут располагаться необычного дизайна фонтаны, прогулочная зона и скамейки. Но что еще важнее, машины по Орузбекова переместятся в подземную парковку под сквером. Предлагается организация автопаркинга на 120 автомашин. Площадь участка, предлагаемой под размещение сквера, составляет 0,41 га. Планировка проектируемого сквера решена в увязке с центральной площадью, с центральным ансамблем городской площади. Решена она в современной интерпретации, но с национальным колоритом. Доминантой всей этой композиции является большой такой струнный фонтан в центре этого сквера. В последнее время вопросу озеленения Бишкека начали уделять больше внимания. Сейчас за счет собственных сил столичного зеленхоза разбивают скверы в 12-м микрорайоне, в жилмассивах Кукджар и Арчабишик и по улице Ибраимова. А с обеих сторон южной магистрали от улицы Садырбаева, бывшей Баха, до Байтик-Батыра, бывшей Советской, идет строительство первой пешеходной дороги. Муниципалитет обещает открыть ее к 1 ноября. Но не все так радужно. Ложкой дегтя становятся приватизированные парковые зоны. Если в парке Ататюрк власти проиграли битву за зеленые насаждения, то парк Фучика еще можно спасти.
Общая площадь парка Фучика 7,5 гектаров, а на сегодняшний день у нас ведется спор в судебном порядке относительно судьбы участка площадью 1,3 гектара. Споры о почти 1,5 гектарах земли в парке Фучика начались в 2015-м, но продан участок был еще в эпоху приватизации, в 1999 году. Этот договор купли-продажи Ленинский суд ровно 3 месяца назад признал недействительным. Пока это снова территория парка. Тут забор полностью был по всему периметру. Эта часть забора мы еще заставили демонтировать. Грубо говоря, вот на такие 9 участков данная территория была разделена. Мы находимся в той части парка Фучика, которым якобы владеют частные лица. Из-за того, что эти участки с 1999 года оставались без присмотра, зелень полностью вымерла. Валяется везде всякий мусор и царит антисанитария. 4 октября начинается в Ленинском районном суде судебный процесс по отмене всех последующих сделок купли-продажи. И если решение будет в пользу города, в пользу муниципалитета, то как только оно вступит в законную силу, мы сразу демонтируем эти заборы и начнем уже благоустройство данной территории парка. Остальную часть парка недавно капитально отремонтировали на 30 миллионов сомов, установили Wi-Fi и видеонаблюдение. Парку снова хотят вернуть былую славу. В мэрии обещают, что зеленых зон станет только больше, а такая политика не может не радовать горожан. Алтынбек Таланпеков, Сайфудин Мурзаев, Общественный, Первый канал. В столице состоялось торжественное мероприятие, на котором были вручены денежные премии победителям чемпионата Азии по дзюдо среди молодежи и бронзовым призерам 18-х летних азиатских игр. Чемпионы Азии Рван Широв и Колунчбек Хайбек Улу, а также бронзовые призеры Азиада Артур Тё и Владимир Залоев получили денежные сертификаты в размере 300 тысяч сомов. Национальная федерация дзюдо выразила благодарность в виде диплома всем, кто оказал помощь и поддержку в проведении Кубка Азии по дзюдо 2018 на Иссык-Куле. Отметим, молодежный чемпионат Азии прошел в мае текущего года в Ливане. Тё и Залоев стали первыми дзюдоистами из Кыргызстана, завоевавшими медали на азиатских играх. Очень рад тому, что помимо того, что мы защищаем честь своей страны, честь нашей страны там на всяких чемпионатах Азии, мира, Кубков Европы, помимо этого и нас еще поощряют там этими сертификатами. Очень большой стимул это для нас. Для каждого спортсмена, можно сказать. Конечно, после победы ощущения были самые непередаваемые. Я думаю, ради этого стоило было это все, вся проделанная работа. Эту сумму я еще не знаю, как потрачу. Но думаю, мы с женой что-нибудь придумаем. Сейчас я сделаю все, чтобы попасть и постараться завоевать медаль на Олимпиаде. И на этом наш выпуск завершен. Эти и другие новости доступны в мобильном приложении Алату-24. Главные политические, экономические и культурные события, свежие новости, аналитика, интервью и не только. Все это вы можете смотреть онлайн через приложение в своем мобильном устройстве. Будьте в курсе самых важных событий в стране с мобильным приложением Алату-24. Далее информация о погоде на завтра. Мы желаем вам получать только хорошие новости. И до свидания.